Оружейные залпы, музыка военного оркестра и красные гвоздики. В столице Коми почтили память тех, кто погиб, защищая Родину. Памятную церемонию провели в День защитника Отечества. К мемориалу «Вечная слава» с цветами пришли десятки человек. Это ветераны боевых действий, военнослужащие и представители власти. Среди них глава Коми Владимир Уйба. После процессии отправилась к комплексу «Скорбящий воин». История же праздника берет начало в 1919-м. Тогда его называли Днем красного подарка, который посвятили годовщине боев первых красноармейских частей с немецкими войсками. Нынешнее название «День защитника Отечества» появилось только в 1995 году. Любой уважающий себя мужчина, этот праздник для него считается, наверное, важным, потому что защита Отечества – это самая главная роль военнослужащего, человека в погонах, защита своей родины, своей семьи, своих близких. Тема касается каждого. Нет ни одной семьи, в которой не было бы ветерана, тыловика или погибшего на войне. Только из Коми на фронт Великой Отечественной отправилось более 170 тысяч человек. Из тех, кто вернулся до наших дней, дожили, увы, немногие. К примеру, в Сыктывкаре сейчас живет 21 участник войны.